Хочешь сделать хорошо, сделай плохо, а потом верни все назад. Народная мудрость. Забор – это, наверное, самый безошибочный символ нашей страны. И самый философский, конечно, символ воображаемого порядка. Слишком большая страна, и государство считает, что мы с вами просто не в состоянии осмыслить все эти огромные пространства целиком. Помните, как в детстве? Прописи, тетрадки в клетку, в линейку. Пока мы не научились писать, эти ограничители будут преследовать нас всюду. Так что же получается? Получается так, что наше с вами общество находится еще на самой начальной стадии развития. Ну а иначе, а зачем еще нас держат вот в этих детских кроватках, окруженных забором со всех сторон? Иначе зачем еще нас по-прежнему учат ходить? Над нами солнце светит, не жизнь, а благодать. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Тем, кто за нас в ответе, давно пора понять. Мы маленькие дети, нам хочется гулять. И для кого все это сделано? Для кенгуру или от кенгуру скорее, да? Фарид Ахметов такой же, как все, житель Казани. Только у него есть свой велосипед и свой блог в интернете. А значит, он еще способен видеть то, что другие не заметят. Как велосипедисту ему постоянно мешают эти выпуклости на ровном городском пейзаже. Как у горожанина, они вызывают у него эстетическое отвращение. Хочется, чтобы этого не было. И как-то для нашего города, красивого города, надо сказать, эта ситуация уродует внешний облик. Всем известные службы, занятые не столько организацией дорожного движения, сколько его неустанным контролированием, приносят эти жертвы богини безопасности с 2017 года. Есть ГОСТ, будет и погост. А ГОСТ обязывает власти с 2017 года огораживать как минимум перекрестки этой оградой на расстоянии до 50 метров от них. Но в России же не признают мелких угроз. Все угрозы в России большие, и заборы выросли там, где нет и в помине никаких угроз. Парковка, которая здесь не запрещена, улица односторонняя. Ну вот давайте представим, я вышел, и куда мне? Перепрыгивать? Придется вам обходить в потоке автомобилей, как-то лавировать в лужах. Пешеходами такое впечатление управляет, как будто бы, как некой стая баранов. Баран влево, баран вправо, баран не стоит прыгать. Миф номер один. Забор – это умелая организация пространства, да и мысли вообще. Может, где-то в Евроамериках оно и так, но у нас заборы – это всегда обереги. Попытка хоть как-то контролировать то, что никакому контролю не поддается давно. Движение настолько ускорилось, а улицы настолько стали напоминать загородные трассы, что без этих отбойников мало кто из чиновников способен спать спокойно. Причем то, что мы воспринимаем как противотанковые ежи, на самом деле представляют собой противопехотные мины. Это не для защиты пешехода, это для удовольствия автолюбителя. Пешеходам многого не надо. Ну, здесь мы видим, что пешеходам просто не остается места идти, даже в отсутствии заборов. И в итоге для пешехода, просто не остается места. Ну вот здесь... Как с коляской проехать, я не знаю. Пешеходы люди непритязательные, у них и так все есть. Вот что это такое? Вот остается вот этот промежуток. Кроме уважения от города. Тротуары – это уже такой, скажем так, второстепенная часть, которую в идеале вообще огородить, все пешеходные переходы сделать вне уличными. Это вот такая мечта, скажем так, контролирующих органов. Вот. Здесь нужно менять именно подход, конечно, к городской среде. Понятно, что уменьшать, наверное, скоростной режим. Либо менять подход, либо менять заборы. Смотреть на них вот здесь, на Булаке, больно. Тут даже люди ходят нечасто. Кого и что тут ограждают этими заборами? Впрочем, мы уже ответили на этот вопрос. У театра оперы и балета произошла недавно заочная встреча дизайнеров 19 и 21 веков. И победила молодость. На проспекте Победы это нормально. В центре города за оперным театром, возможно, это
не то, что нашему городу уже хотелось бы видеть. Ну что ж делать, если государство обязано огораживать перекрестки, спросите вы. А делать с умом, будет ответ, и со вкусом. Забор не единственная форма организации пространства в городе. Если это для пешеходов, то есть для людей, то людям вполне достаточно, кажется, и чисто визуальных ограничителей. Вот мы с вами, собственно, здесь видим. Вот он забор, который государство нам поставило. Да. Знаете, пользуйтесь. А вот заборчик, который поставил здесь, ну нельзя называть, некий, значит, салон. Вот это такие столбики. Ну, можно спорить по поводу эстетики, все эти цепи, они, конечно, лишние. Заборами или ограждениями должен заниматься специалист. Специалист не только дизайнер, но еще и психолог, который должен создать, таким образом помочь создать такую среду, чтобы мы не чувствовали себя в клетке, в ограждениях, не чувствовали себя, извините, баранами, да, которых загнали, вот ты должен идти здесь. Вот это чувство, оно, конечно, унижает человека. Дизайн – это дорого, сложно, скучно, поэтому в Казани его нет. Нет даже столбиков. Те, что уцелели, обнесены могильной оградкой. Кому пришло в голову обнести вот этот маленький газончик как могилку, да? Эффект прижизненного озаборивания, можно сказать. Тут, видимо, столбик похоронен. Видимо, да. Предлагаю почтить память этого столба минутой молчания. На перекрестках не ставят крестов, и, в общем, от этого легче. Если б ставили, мы бы воочию убедились, что оцинкованные полые секции за 4000 рублей каждая дают нам лишь чувство защищенности. Это самый живучий миф номер 2, что это для безопасности. Опасности даже больше. То есть просто забор отрывается от крепежных элементов, и вот этот пролет, он летит шрапнелью на пешеходов. Прямиком вам в голову, да. Может быть, котенка спасет, а спасти человека это вряд ли. И уже ни одного человека травмирует, а 3-4. В Москве, где всегда на шаг впереди, в марте началась масштабная дезаборизация города. Удивительно, что началась она сверху. Власти Москвы уже освобождают от всего лишнего улицы и дворы города. Мы ни в коем случае не призываем городские власти или разного рода инспекции хоть завтра уже начинать убирать эти конструкции с наших улиц. Нет, мы призываем к этому наших граждан, наших горожан. Потому что если это опять сделают власти, то, конечно, многое изменится на наших улицах, но вряд ли что-то изменится в наших головах. Если это опять сделают власти, то мы, конечно, никак не приблизимся к обществу взаимного доверия, потому что инициатива должна исходить всегда снизу, а не сверху. Для начала нужно хотя бы, убрать вот эти конструкции в виде газовых труб из собственных наших дворов и вообще помочь друг другу увидеть все эти конструкции, находящиеся там снаружи и здесь, внутри нас самих. Ну а наша скромная миссия сегодня, наверное, состояла лишь в том, чтобы помочь нам с вами это увидеть. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять. Михаил Любимов и Андрей Ключников. 7 дней.